Уважаемые телезрители, здравствуйте! Вы смотрите программу «Обсуждаем вместе». Сегодня в нашей программе поговорим на тему, как пандемия повлияла на развитие бизнеса. И гость нашей студии Анна Статова, успешная женщина, предприниматель из Кангаза, самое большое село в Европе, основатель этнокультурного туристического комплекса Гагаузская Софросы. Здравствуйте и благодарю вас за то, что вы пришли к нам на программу. Здравствуйте. Анна, первый вопрос, который хочу адресовать вам. Скажите, пожалуйста, как у вас возникла идея создать такой красивый, крупный этнокультурно-туристический комплекс с таким красивым названием Гагаузская Софросы? С чем ассоциируется это название? Почему именно Гагаузская Софросы? Большое спасибо, что пригласили. Гагаузская Софросы – это гагаузское гостеприимство. Это там, где ждут гостей. Это софра, маленький столик, за которым собиралась вся семья гагаузская. Это тот столик, за которым приглашали каждого гостя, кто заходил домой, в дом хозяину. Буйр софрая, так гагаузы говорят, буйр софрая. Обсуждали все вопросы, все красивые свадьбы, все куматрии, все праздники гагаузы проводили за софрой. Это софра – это широкий смысл его значения. Она круглая, как солнце, она греет, она радует. Поэтому, так как мы занимаемся гостеприимством, у нас банкетный зал, национальная кухня, по этому названию мы приняли решение, очень долго думали, Гагаузская Софросы. И ваша заветная мечта была сохранить историю, культуру и традиции гагаузского народа. Скажите, пожалуйста, сложно было все это создать в гагаузском стиле? Еще, когда вы потеряли ваших близких, даже в вашем доме была комната специальная, где было все создано в гагаузском стиле. Как удалось вам реализовать эту мечту? Спасибо, смотрю, уже вы знаете кое-что, конечно. Я вообще я родилась в простой семье гагаузской. Рано ушел мой отец, рано погиб мой муж. Для меня ценности моей семьи, моей бабушки, мамы, отца, для меня это самое святое, что осталось во мне. И когда мы начали строить дом, как все люди хотят всегда преображаться на современный лад, я приняла решение, что то, что есть в старом доме, одну комнату сохранить, и все мамины ковры, изделия, бабушки, дедушки, орудия, вот сделать музей маленький для себя. Это было много лет назад. Сегодня, вспоминая вот эти 27 лет назад, кажется, это вчера было, я сегодня больше осознаю, что это очень правильный поступок. И сохраняя вот этот кусочек, мне иногда говорили, зачем это нужно? Нужно выбрасывать, это все не надо сохранять. Сейчас современные там ковры, современные занавески. Я это все оставляла. С течением времени жизнь так заставила, что мне нужно было делать правильные выводы в жизни. Или уехать, как все уезжали в те годы, на заработки, бросить двоих детей к маме. Или же остаться дома и продолжать дело, которое мы любили, и то, что хотел мой муж. Я приняла решение уезжать. Я понимала, что у детей нету отца, нету бабушки, дедушки. Если я уеду, кто им заменит? Не все в деньгах измеряется, это правда. Я это сегодня говорю искренне. И я решила остаться с одной мыслью, что я каждый день буду зарабатывать по 30 рублей, и это мне хватит, чтобы детей прокормить элементарно и обучить. И, по крайней мере, каждый вечер я буду с ними. Если я буду уезжать, они не будут меня видеть, а так я хотя бы буду видеть их. И я начала заниматься выпечкой хлеба.
Мы очень любили дома готовить хлеб. Это у всех гагаузов, это традиция в селе готовить хлеб в печке по тем бабушкиным рецептам. Питаджик – это закваска на винной основе. И, конечно, этот хлеб долго хранится, вкусный, полезный. И я приняла решение делать хлеб. И 300 булочек хлеба мне хватало, чтобы я могла прокормить свою семью. Дети были маленькие, 1,5 года и 3,5. Может, и меньше потребностей было. И пошло все очень хорошо. У нас останавливались автобусы Кишинев-Измаил. И я сегодня вспоминаю слова водителя, который говорил: я когда еду в Измаил, мои дети бастуют, если я не привожу кангасский хлеб. Кангас вообще всегда славился хлебом. И вот потихонечку открыла пекарню, мельницу. Жизнь кидала по-всякому. Бизнес очень жестокая штука, очень рисковая. Полями занималась. И все, что я делала, я была всегда первооткрывателем. Первый магазин в Кангазе, первая пекарня, первая мельница. И, конечно, проходя вот время, я ходила, меня приглашали на свадьбу, как и всех. И мне очень было жалко наш народ, что наши кангазские люди, да и все в селе, делают свадьбу в палатках. А вы знаете, летом где-то пыль, зимой или осенью течет. Это очень тяжелый труд, и людям неудобно. Это большие хлопоты были на самом деле в то время. Да, они готовили с радостью, но сама семья и близкие, они всегда были измучены на этих свадьбах. Они все для гостей, а сами эту свадьбу не чувствовали, хотя всю жизнь готовились к этому. Я вот этот момент очень как-то он затронул до глубины души, потому что когда меня приглашали в ресторан, в Камрад, в Кишинев, в другие рестораны, я по себе подумала, а почему наш народ, который работает на поле, не заслужил тоже красиво один раз в жизни своему ребенку сделать свадьбу в ресторане, в закрытом помещении, чтобы тоже ухаживали официанты. И с этой мыслью я открыла первый зал торжеств, банкетный зал «Фаворит» в Кангазе. И хотела, чтобы наши люди приходили и были рады, что могут отдохнуть на своей свадьбе. Когда начала эти свадьбы делать, оказалось, что не только Кангаз, начали приезжать из Камрата, из Чедерлунги и из других сел. И приезжая к нам в комплекс, в ресторан, я понимала, я ездила в других странах, я видела, что люди хотят немножко и на воздухе побыть, и по-другому свадьбы делать. Начала террасу обустроивать, чтобы они могли выйти там. Потом поставила бочку с вином, бочку с коньяком, чтобы чай, там, кофе, чтобы люди могли общаться, могли там отдыхать. И вот первый раз я увидела, когда приехала свадьба, и подружки невесты и сестры, они были одеты в одинаковые платья. Меня это очень затронуло. Поразило, да? И я говорю, откуда у вас такая красивая традиция? Они говорят, это в Америке. И я так как-то вот подумала об этом, и они хотели фотосессию делать. Это очень важный момент в истории. Я думаю, что это какая-то вот часть истории нашей жизни, которая меня очень затронула. И я говорю, давайте я вам сделаю, поставлю вам качели и поставлю там ковер мамин, чтобы вы могли на этой фоне фотографироваться. Они были очень рады. Я вытащила из дома вот этот ковер. Я поставила там, сделала маленькую фотозону в национальном стиле. Им очень понравилось. И вот эта идея, когда они начали эту фотосессию, и я как-то ночью, вы знаете, свадьбы, я всегда на всех свадьбах присутствую вместе с моими детьми, потому что это очень ответственно, и мы хотим, чтобы все было красиво. И меня как-то ночью осенило, где-то есть у меня фотографии, подождите, так я тоже. Когда мы выходили замуж, это в 50-е годы, еще до нас, наши мамы, в 40-е, 30-е, так у них все были одинаковые платья. И вот я тогда вспомнила, начала искать, рыться, в чем заложено это. Оказывается, вы знаете, это наша традиция гагаузская.
всегда, когда девушка выходила замуж, мама жениха, она всегда покупала отрез платья для ее сестер, а семьи были очень многодетные, гагаузские, и нужно было всем, и близким подругам. И назывался это емишлик по-гагаузски, емишлик. И когда вся эта семья, подружки выходили на хору, в центр села собиралась на выходные, то все могли наблюдать, что вот эта парочка выходит замуж, или у них скоро будет свадьба, у них была четра, то есть узнавали, что они одинаково одетые. И вот я на следующей свадьбе, мне опять говорят что-то, я начала так ревностно, говорю, нет, это не американская, это наша мода, это наша традиция. И вот я сделала большую фотографию, пару фотографий красивых с такой свадьбы, еще, наверное, до войны эта фотография была. И поставила на фуршет, где отдыхают люди. И все смотрели, боже, на самом деле, так эта мода была. И вот с этого момента я начала потихоньку вытаскивать свое. Я хотела вытащить больше, сундук мамин ковер, но некуда ставить. И вот пришла вот эта идея, чтобы поставить все-таки вот это место, изучить. И вот там, где был этот маленький домик бабушкин, восстановить его. И все то, что я собрала, показать, кто приезжает на свадьбы. А на свадьбы начали приезжать не только наш район Гагаузия, но и вся Молдова с разных районов и из других стран. И вот появилась идея расширять, открыть музей, открыть комплекс и продвигать наши традиции. Анна, ресторан, дали гостиничные номера, терраса очень красивая, подвал в гагаузском стиле, музей в вашем туристическом комплексе. Все архитектура гагаузская. Скажите, пожалуйста, кто помог все это реализовать? Вы знаете, много можно говорить как-то, чтобы мы уложились во времени, но хочется вам сказать, чтобы вы понимали, что мы открылись как бы недавно, 3 года как мы открылись, а мы начинали это 6 лет назад, то есть 6 лет прошло, да, в 2016 году. В 2012 году я очень тяжело заболела. Вопрос был жизни и смерти, так. И я очень сильно молилась, очень хотела, чтобы Боженька не оставил моих детей, чтобы дал мне силы. Я просила прощения, я хотела жить, я хотела делать много всего. И вот это не просто слова сегодня, это тот факт, который вот из моей истории, что вот именно сила Божья, именно мое желание жить и что-то делать больше, вот меня подняло на ноги. Я никогда не думала, что я буду ходить уже и все. И я уверена в том, что когда я почувствовала, что вот этот музей, но я же не могу так маленько его делать, я набросала маленький проект. Я обратилась к одному архитектору, второму дизайнеру. Они каждый предлагал свое, но до конца они не понимали то, что я хочу, то, что я вижу. И вот я благодарю сегодня, пользуясь эфиром, если посмотрит батюшка Иван с монастыря Камрата, я пошла к нему в монастырь, показала примерно, что я хочу, рассказала, он меня выслушал, он меня благословил и сказал: все получится. Получится у вас. Я говорю, у вас получится. Я показывала, была у меня встреча с Башканом, Сеной Федоровной, и когда я сказала, она очень приветливо тоже сказала, что нужно это, нам этого не хватает, и получится. Я узнали о том, что я это хочу, историк Степан Степанович Булгар, хочу ему благодарность передать. Он узнал, сел в автобус и приехал с Кишинева, чтобы поговорить. Мы с ним сидели ночами, он оставался на сутки у нас. И он много говорил о истории. Он говорит, я весь мир объехал, и в Бразилии, и в Греции, и везде искал историю, и написал очень много он книг. И я начала сама вот везде искать этот момент. Мои друзья. Я помню, один мой друг зашел, и когда я сказала свою идею, а идея была, но до конца не было. И он говорит, ты начинаешь с музея, но я верю, что она будет
намного Расширяться. больше расшириться. Но я хочу тебе сказать, чтобы ты, как бизнесмен, не рассчитывала, что эти деньги очень вытащишь быстро и вообще, что это вообще окупится. А некоторые говорили, ты это делаешь, но никому это не интересно. Сегодня людям интересно современные, китайская, японская кухня, непонятно чья, только не наша и не наша история. И я говорила тогда, Майя, если один человек, пусть он такой же будет неправильный, дурной, не знаю, как назвать, и он придет один день, будет такой же, как я буду счастлива, что он откроет мою дверь. Сегодня я вам скажу, что вот много, и кто приходил, все, вот, по крайней мере, 99% все поддержали идею. Но, конечно, самые большие — это моя семья, мои дети, которые меня поддержали и сказали: мам, ты хочешь для души, ты хочешь для людей, ты делай, параллельно с бизнесом делай. Но что она вот настолько резонанс вот будет, мы, конечно, не ожидали. Мы не ожидали, что к нам приедут сегодня больше 40 стран мира. Я хочу, чтобы наши люди, наши гагаузы, болгары, молдаване, кто живет в Гагаузии, да кто живет в Молдове, знали и гордились, что именно в Кангазе наш комплекс Гагаузов Росы — это город нашего села, это город Гагаузии, это город нашей страны, потому что нас посетили больше 40 стран. Я не могу, трудно назвать, какая страна. Все европейские страны, очень много с Германии, Швейцарии, Англии, Россия, Америка, Канада, Африка, Зимбабве, Бали, откуда хотите, Япония. И к нам приезжают сегодня официальные делегации, и мы каждый день встречаем людей достойно, очень высокопоставленных людей, чиновников, дипломатов. У нас посетили все, наверное, послы Молдовы и наши, и башканы, и все, кто приезжает в гости в Гагаузию, и ученые, и бизнесмены, и просто люди, которые любят нас. Скажите, пожалуйста, знаете, меня что поразило, что на территории вашего комплекса, я помню, как-то вы говорили в одном из интервью, потому что вы искали камни, что вы были на территории вашего комплекса, и до сих пор сохранится один большой камень. Расскажите вот историю его. Кстати, вот вчера мне звонит женщина и говорит: вы знаете, вот мы приезжали сегодня вообще, чтобы, вы знаете, вы следите, но чтобы люди знали, что вот сегодня людям не хватает вот этой души, не хватает прикоснуться к корням. Люди ищут предков, люди ищут настоящее, люди ищут искреннее, душевное. И вот приезжая сюда, в Молдову, в Гагаузии, друзья, может, кто уехал с Молдовы, с Гагаузии, наши же гагаузы, гости, они берут своих родственников, или у мамы 70 лет, они привозят. И вот мы делаем экскурсию по комплексу, мы делаем мастер-классы по гюзлемя, по другим видам, и они остаются. И вот женщина мне вчера звонила, говорит: я приезжала сюда со своей сестрой, она уехала давно в Америку, но сейчас приедет у меня другая сестра, мы хотим приехать, мы, говорит, были у вас. И она мне говорит вчера: вы знаете, я не могу забыть и поверить, что мы, гагаузы, живем, и мы не знаем, что вот этот камень, который вот там жили здесь 10 миллионов лет, это лошади, говорит, это меня вот очень впечатлило. Вчера буквально вот мне женщина говорит: мы обязательно приедем. Это благодаря, конечно, Степану Степановичу Булгарову. Вот когда он приехал, он сказал: давай, есть камень, говорит, нужно собрать вот сюда чем больше экспонатов, чтобы было, чтобы приезжали люди, не могут посетить все музеи, но у тебя здесь должно быть тоже что-то особенное. И он говорит: вот есть камень, где вот при раскопках случайно два брата, как наши гагаузы, копали себе по фундамент, камень для фундамента дома, а камня на юге мало, вы знаете. И вот они наткнулись на какой-то слой, там камень, они копали вручную. Они вызвали экскаватор, когда взял, там оказывается целый пласт. И когда он поднял,
разломился этот пласт, и вот там вышли эти кости. Пригласили с Германии, я помню, что пригласили с Германии архитекторов, чтобы они понимали, не архитекторов, а археологов, извините, чтобы они посмотрели, что это. И вот они вычислили, это из книги, что это гепариновая лошадь, это предок нашей лошади с 3 пальцами слитыми. Он был примерно размером как собака. И вот они обитали, жили в нашей местности. Ну, конечно, по какой-то эволюции произошли вот эти всякие... И здесь было дно моря когда-то, и вот они остались под землей у нас. Хочется очень много, чтобы сделали. И сейчас камень, это визитная карточка у нас, въезд в наш комплекс. Весь этот забор, этого камня очень мало, вот весь забор выстроен с этого камня. И если посмотреть, в каждой камушке где-то есть кусочек косточки от тех лошадей. И, конечно, самая большая кость там у нас хранится. Видите, какая уникальная и интересная история. Очень, очень. Знаете, что меня еще поразило в вашем туристическом комплексе, потому что там все в гагаузском национальном стиле. И тут у меня возникает вопрос, откуда столько ковров в национальном стиле, столько вышитых полотенец ручной работы. И вы сейчас в поиске этих старинных ковров и всех изделий ручной работы. Как вам удалось все это найти, обустроить в этих домах, и чтобы вот такая красота была в вашем комплексе? Да, Майя, спасибо. Вы заметили, что комплекс каждым днем расширяется и богатеет своими экспонатами. Это живой организм, который каждый день работает, это нужно ухаживать, это нужно за этим все следить. И моя мама, Царство Небесное, мы были очень маленькими детьми, нас было 4, и я помню, что она работала на поле, но когда она приезжала, она со своими соседками и подружками во дворе поставила станок. И они понемножку вот ткали на эти ковры, готовили, как у нас принято, девушки на выданье по 4-5 ковров. И они по очереди это все ткали. И вот, кроме того, что мы вот стараемся собрать экспонаты, и самое важное, конечно, это наша кухня, которую мы продвигаем, и мы будем ее еще и расширять именно, как готовила моя бабушка, как мама, как наши предки готовили. И не портить эту еду, это наша изюминка тоже нашего комплекса. Но я поняла, что нужно эти ковры вот тоже. Я их тоже собрала вот дома. А потом начали знакомые звонить. Вот мы, знаете, там или дом продаем, или мы там кому-то что-то там, мы делаем его ремонт, они вот мешают, они там молью, они там не нужны. Можем принесем. Кто-то мог продать, кто-то мог просто принести, подарить. И вот так мы и по сегодняшний день, у кого есть эти ковры, эти вышивки, мы их собираем, и мы их приводим, даем им вторую жизнь. Каждый день с ними работаем, очень много работы, их постоянно нужно занимать. Это на самом деле очень много работы, чистить их, приводить его в состояние, следить за ними. Даже есть такое, что вот женщина недавно приехала, у нас каждый день гости, мы очень рады этому. И сегодня у вас были гости с Европы. Как вы их встречали и насколько они были рады этого комплекса? Они первый раз у вас? Да, вот эта женщина, вот то, что я говорила, приехала, она говорит, я сама с Чешмекёя, но я живу давно не здесь, и приехала на кладбище, и я узнала, что ковер моей мамы у вас в музее. Вы знаете, есть моменты, которые, как мой друг, Келеш Костя, делал, Константин, вы знаете его с Чатрунги, он делал свадьбу у нас. И я запомнила его слова. Когда свадьба прошла, и они утром уезжали, он позвал меня, обнял, поблагодарил и сказал мне, жизнь, я запомнила, может, 90%, жизнь — это не те дни, которые проживаешь, а эти те дни, которые запоминаются. Анечка, я этот день не забуду никогда. Он меня обнял, поблагодарил за то, что очень красиво это было. И вот эта женщина, вот, которая приезжала, она тоже вот мне запомнила, что она зашла в музей, она поклонилась,
Это нельзя объяснить и передать вот через телевидение, это нужно приехать, почувствовать. Она сказала: мамины ручки здесь, я их чувствую. Я чувствую в этих коврах мои мамины ручки, ее тепло, ее любовь. Я вспоминаю, как мы готовили эти нитки, как вот это все. И она со слезами радовалась тому и благодарила, что не знала слов благодарности, очень много. У нас 5 книг уже отзывов на разных языках. Но таких слов благодарности я в жизни не слышала, что мы это сохраняем, что люди могут прийти, посмотреть, даже если не свое, узнать фотографии своих близких, бабушек, дедушек, потому что у нас там со всей Гагаузии, не только с Кангаза, не только моих. То есть мы расширили наш комплекс и наши экспонаты. Анна, вы уже много лет в бизнесе, сейчас стали успешны, но на начальном пути, конечно, были очень много проблем. И всегда была поддержка вашей семьи. Ваши дочки сейчас работают рядом с вами и помогают маме вести бизнес. Вы знаете... С какими трудностями в начале, и потом немножко о семье поговорим. В начале это бизнеса или просто в комплексе? Да, в начале какие трудности? Вот на начальном этапе у вас были. Вы знаете, трудность — такое дело, что оно всегда есть, и я всегда учу своих детей, и всем говорю, я люблю делиться и своего опыта, кто хочет, берет мои советы. Они некоторым очень нужны, потому что мы можем учиться сколько хотим в институтах, но только проходя через себя, проходя через трудности реальные, человек понимает вот эти ошибки, то есть когда наступаешь на грабли и делаешь выводы, как правильно, и ощущаешь, насколько это трудно и тяжело, и как с этого нужно выходить. Были очень разные, в разных этапах, было разное, когда начинаешь, ты боишься. Мы, во-первых, я начинала бизнес, мы не знали, что такое вообще бизнес. И сегодня легко молодежи, они сегодня их учат, у них там тренинги. Они только не должны сегодня лениться, они вот должны просто взяться за учебу, взять опыт, работать и радоваться жизни, и радовать родителей. А в наше время мы не знали, что мы вот как в океан нас скинули после Советского Союза, и делайте, что хотите, как первопроходцы. И никакой поддержки не было. Поэтому мы шли интуитивно. Очень многие, вы знаете, что тем более в селе бизнес делать, это очень тяжело. Многие закрывались, многие обанкротились, многие уехали за лучшей жизнью в Россию, кто в Америку, кто в Европу. Мне всегда говорили, моя сестра живет в Америке, я говорю, давай тоже, приезжай сюда, здесь хорошая жизнь, давай в Москву, там можно больше. Всегда меня звали. Но я как-то вот осталась. И вот всегда были очень много падений, потому что 2008 год, девальвация, этот доллар с 4 поднялся на 8. Это было ужасно, трагедия была прямо, топливо подорожало, вот примерно вот как сейчас. Потом опять 98 первый год был, потом 2008 год, а теперь, потом 2012 год. Я вот дело всегда, через 4-5 лет вот эти потрясения всегда нас трясут, испытывают на прочность. Плюс тогда банки, это был такой вот, не хочу это слово плохое сказать здесь, но это было прямо вот какой-то грабеж. Потому что 36% годовых взять в банке деньги и продвигаться, это очень тяжело, его возвращать как рассрочно 3 месяца, 6 месяцев. Это было страшно, когда над тобой всегда проверки какие-то там, было тяжело. Единственное было, знаете, что хорошо? Я хочу, чтобы вы знали, что было хорошо, что было много людей, свободных от работы, и мы могли выбирать не только по уму, мы могли выбирать людей и по красоте, и по уму, и было очень много, на одно рабочее место можно было 10 человек претендовало. Вот у меня очень много людей вот приходило, а сегодня это, конечно, совсем вот другое. Это очень тяжело сегодня. Тогда была рабочая сила, а сегодня его плохо. Вот. Как дети вам помогают? Самое важное, конечно, в жизни любого человека, и семья. Я думаю, что это останется у гагаузского народа. И дай Бог, чтобы это осталось у всех народов, это семья. Какая бы она ни была, маленькая, большая, но это семья. Это родной человечек, который всегда, это твоя кровинка, который всегда рядом тебя поймет, поддержит, и ты ее поддержишь. Даже если что-то не то, ты всегда найдешь вот это взаимопонимание,
между собой, вот эту теплоту, вот это все. Моя дочка младшая училась в Европе. Она закончила на Кипре английский университет. Она умничка, гостиничный бизнес. Я с гордостью полетела на выпускной. И когда сказали отличница 96 баллов на английском языке, ну, это то, что я хотела. Потому что для меня это было важно дать детям образование. Потому что человек, когда образованный, остальное тоже приложится. И, конечно, трудолюбие с малых лет. Она закончила магистр наук лучшей швейцарской школе, десятков в мире ходит, знает 5 языков. И вот этот ребенок, работая в Европе, она вернулась ко мне. Сегодня она принимает наших гостей к нам, вот как вы сегодня сказали, сегодня были у нас гости Совета Европы, с ОБСЕ, сегодня с посольств, сегодня Башкан был. Люди говорят на разных языках, и мне приятно, что она может общаться, а туристы приезжают тоже с разных стран. Это очень важно. И старшая дочка Марьянка, она закончила в Кишиневе АСЕМ, по бизнесу пошла, тоже вернулась ко мне. И вот мы вместе. Сначала они вот учились, а сегодня я, знаете, сегодня я у них помощник. Сегодня они работают полностью. Марьяна ведет больше свадьбы, Лариса здесь где-то вместе пересекаемся. У нас нет такого отдельно, потому что такая работа, что это командная работа. И бывает, сутками нужно быть на работе, друг друга нужно заменять. Мы никогда не оставляем комплекс просто без присутствия нашего. Обязательно кто-то из нашей семьи должен быть, принимать гостей, провожать. Это у нас закон. И вместе мы продвигаем наше детище. Конечно, в вашем комплексе можно говорить очень много и о национальных блюдах, и национальное вино, очень-очень много, но я хочу немножко коснуться, потому что вы уже говорили, что был один кризис, через который прошел ваш бизнес. Мы уже второй год в пандемии. Конечно, пандемия оставляет свои отпечатки на развитии бизнеса. Скажите, пожалуйста, понесли какие-то убытки в связи с этой коронавирусной инфекцией? И вот 22 января было принято такое более жесткое ограничение Национальной комиссии в области здравоохранения, чрезвычайное положение, где разрешается где-то только по 50 человек и так далее. Как это отражается на ваш бизнес? Кроме этого, повышение цен на газ, опять повышается топливо, которое достигло рекордные самые цены. Как вы сегодня работаете вот в таких жестких, я бы сказала, условиях? Не думала, что сегодня мы эту тему затронем, да. Потому что... Это больная тема для всех. Это тема, которую открываешь телевизор, открываешь что-то, все об этом говорят. И потому что люди устали от этого, и хочется больше позитива, хочется, чтобы люди немножко радовались. Но как сегодня будет 2 года, на самом деле в марте нас скоро. Да, скоро. Скоро 2 года, как нас закрыли. И я пользуясь случаем скажу, что не только наш комплекс, но все мои коллеги из Гагаузии, все коллеги с Молдовы, да и по всему миру, как-то нашу отрасль хорика взяли вот под особый, вот так как будто глаз, или как сказать, и вот нас больше всех хотят уничтожить. Вот у меня такое мнение, что вот нас просто хотят вот довести до ручки и вот уничтожить, и может потом, я не знаю, что они думают, как это вернуть. Но когда пришла эта беда, пришла она в каждую семью, в каждую отрасль, но нас закрыли, как вы отметили, даже сегодня те же магазины, те же заводы, фабрики, они более-менее работают, их не так закрывали. Но почему-то нашли, что именно там, где гостеприимство, где культура, где можно, соблюдаются все правила, то есть гигиены, почему-то они подумали, что там можно заражение будет больше. И мы убедились за 2 года, что не мы виноваты. То есть не эта отрасль виновата. Даже закрывая, по-любому, они за 2 года не смогли остановить пандемию. То есть собака зарыта не только в этом, что-то есть другое. Поэтому здесь очень, очень много вопросов. Но когда нас закрыли, Майя, это было для всех, наверное, очень непонятное.
И вот месяц мы никуда не выходила я, обрабатывала все сама, и никуда не закрыты были. И когда нам сказали, а через месяц откроют, через 2 откроют. То есть нас обманывали или говорили так. Но я понимала, что комплекс должен жить. Пришло 1 апреля, мы должны начинать с цветами заниматься, мы должны делать какие-то минимальные ремонты. Чтобы вы понимали, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес требует постоянных вложений, постоянных обновлений. Иначе ты останешь там, и люди не будут ходить, а люди это замечают, что постоянно что-то есть. И я говорю, а как? Скоро у нас свадьбы, люди планировали праздники, планировали приезды. Ну, как мы будем? И я помню, я говорю детям, я начну выходить потихоньку, а мы не можем и работников пригласить. И свою соседку, помню, я говорю, тетя Мотя, давай идем, начинаем хотя бы заниматься вдвоем. Но ты ко мне не подходи, потому что дети, говорят, мне позвонили, сказали, мама, никуда не выходи, сиди дома, 5 детей. Я говорю, ты вот там вот на расстоянии, с маской, с этими, ты там чистишь, я здесь. И мы начали с ней вот так потихонечку. И когда нам дали уже чуть-чуть открытие, я сказала, я понимала, что если мы не откроемся, я умру вместе с этим комплексом. Это просто не слова. Вы понимаете, мы 3 года днем и ночью вот этот комплекс рождали. Она каждый день, Боженька, давала нам мысли. Вот здесь так, воспоминания, книжки. Там у бабушки здесь так висело. Мы же не от себя это сделали. Мы это воссоздали, этот комплекс. Поэтому, когда люди приходят, они восхищаются. И я понимала, что оно требует ухода, там не может быть. И мы начали потихоньку работать. Свадьбы отменили, как нам выживать? Часть работников ушли на Фуджикуру временно, а часть мы начали сами их поддерживать. И вот я считаю, что опять-таки благодаря нашему комплексу и правильному видению, то, что вот я тогда приняла решение открыть этот комплекс, к нам начали приезжать местные туристы. В Кишиневе люди, которые уставали сидеть в квартирах, они с семьями, без групп, без туристических агентств, начали приезжать семьями, выходить с этой квартиры и просто приезжать, узнать о нас. Но это было самым большим плюсом для нашего комплекса и для нашей автономии, что на нас начали смотреть совсем по-другому наши братья-молдаване, потому что когда они звонили, они спрашивали, а у вас там какая валюта? У вас как в Приднестровье? У вас таможня есть? А у вас там нужен паспорт молдавский? То есть вот это все было для них очень, когда мы говорили, что нет, у нас свободно, они радовались и приезжая, но когда приезжали и видели, что мы говорим на гагаузском языке, они говорят, мы попали, наверное, в Турцию, мы попали в другую страну, и они радовались, что не выезжая с Молдовы, они попали как бы хорошие, вот, как бы в другую страну, но в то же время как на отдых. И благодаря этим людям я хочу сказать каждому спасибо, кто посетил нас, и мы начали жить, мы начали людям понемножку содержать коллектив, зарплату хотя бы, а заработках нет. Мы немножко взяли в долг, нас поддержали, потому что кредитами это очень рискованно, у нас были свои немножко, и брать еще, заходить в кредит, это было нереально. И вот так мы потихоньку, потом дали вот расслабление, сделали мы в прошлом году свадьбы, начали, но расширяться те планы, которые я имею, расширение комплекса, строительство и открытие центра ремесленников. То есть есть у нас еще планы, что мы должны делать. Мы, конечно, остановились, потому что мы не можем развиваться. И здесь я хочу сказать, что еще раз очень обидно, неправильно то, что область гостеприимства сегодня игнорируется правительством, игнорируется нашими местными органами. Они должны сегодня повернуться. Ни одной копейки. Я не говорю государству про... никакой помощи. Никакой поддержки. Вы понимаете, вот так вот. Я всегда говорила, да дайте этой женщине, которая убирает в том же музее, тому же повару. Сегодня же повар. Кто такой повар? Это человек самой большой буквы, который тебе готовит еду, готовит ту еду, которую нигде не найдешь. Дайте одну зарплату, вы ее держали дома, 50%. У нас не было ни одной поддержки. Это очень, очень неправильно. Анна, вы как-то говорили, что бизнес любит стабильность, хорошую законодательную
базу и предсказуемость, потому что эти ситуации, которые были на протяжении этих 2 лет, непредсказуемые, и это очень отразилось на ваш бизнес. И это очень хорошо, что вместо зарубежных туристов заняли наши местные, Очень хорошо, и местный турист тоже начал развиваться в нашей стране. Скажите, пожалуйста, какие ваши планы на будущее? Что вы еще планируете? Конечно, всегда планы есть. Я говорю, что планы есть, потому что я хочу сказать, чтобы все понимали, вот приезжая к нам, мы же видим, что люди хотят. Вот то, что люди хотят, мы то и стараемся делать то, что они просят. Но жизнь меняется очень быстро. Мы сегодня должны понимать, что если мы отстанем от мировых, мы еще оставим. А я не хочу, чтобы наша Гагаузия, мы и так отстали. Я хочу, чтобы призываю бизнесменов. Потому что кто остался в Гагаузии, этим людям нужно на самом деле памятники ставить. Потому что это герои на самом деле, которые бизнесмены сегодня в Гагаузию поднимают. И которые не чувствуют поддержки ни с гагаузской стороны, ни с молдавской. И я хочу сказать, что мы должны развиваться, мы будем развиваться, если хоть немножко будет поддержка со стороны властей. Очень жаль, что сегодня фонд поддержки предпринимательства не работает, как мы хотели бы. Очень жаль, что такие комплексы, вот как у нас единственный, может, еще пару подворий у нас в Гагаузии, не поддерживают. Должна быть программа именно поддержки. Если мы это не будем развивать, то что мы покажем сегодня нашим гостям? А что главное в Гагаузии? Гагаузская автономия образовалась для чего? Продвигать нашу культуру, наш язык, наши ценности, традиции, нашу экономику. А без этого как мы будем? Поэтому у нас есть цель, мы будем развиваться. Мы, конечно, обратимся, может, и надеюсь, что может, они поймут, созреют, что то, что происходит в Гагаузии, это неправильно. И мы обратимся и в исполком, и на народное собрание за поддержкой, чтобы мы не отстали. Идя современно в ногу, мы должны не забывать нашу историю, нашу культуру. И те комплексы, которые будут это делать, они должны датироваться, должны быть поддержаны государством, именно особенно Гагаузией. Мы будем строить еще домики в национальном стиле, экологически чистые, которые любят наши туристы. Мы будем центры ремесленников, там, где будут все наши ремесленники, кто любит там вышивать, ткать, делать какие-то наши национальные ремесла, будем там и производить, и продавать их на месте, и сделать мастер-классы. Есть у нас еще много всего. И последний вопрос, который я хочу задать, и прошу, чтобы вы очень коротко ответили. У вас очень много наград. Эти награды – это ваша оценка вашей работы, но это еще продвижение вашего коллектива, потому что не только вы радуетесь, а весь коллектив – это общая совместная работа. Каждая награда для вас, что это означало? Спасибо, да, этот момент очень важный. Спасибо за такой красивый вопрос, хороший на самом деле. И вот сейчас за секунду я вам пришла мысль, что наши полки первые заполнены нашими наградами. Лучшие предприниматели Гагаузии, лучшие предприниматели Молдовы, и орден Глория Мунчи, и дипломы. Это все, конечно, дало нам, всегда дает нам стимул идти вперед. Это дает нам то правило, что мы на правильном пути, и мы должны идти, подниматься, не уступать, и только так мы добьемся успехов и в коллективе, и в семье. Вот это вот нам всегда, вот это маленькое внимание, которое нам всегда оказывали, это дало нам очень большую поддержку. Пусть этот маленький дипломчик, маленькая благодарность, это всегда любого человека нормального стимулирует. Этот стимул, это вот как наш флагман движения. Нас очень приятно, что нас сегодня продвигают
в этих авиакомпаниях, в самолетах мне пишут, что вот вы здесь в журнале, мы летим, Air Moldova, а вы там в журнале. Это же такое достичь. Это благодаря нашим партнерам, которые нас продвигают. Мы сегодня «Гурман», это 2020, это журнал юбилейный «Мишленовский гурман» Молдова, чтобы вы знали. Лучшие рестораны, лучшие кухни. Гагаузов Россы, ресторан «Фаворит» своими кухнями там же есть. Мы в журналах в Италии, мы в журналах в Румынии. И, конечно, нам приехал Федерико, итальянец. Поехали поедим. Тоже, то есть на всех площадках нас стараются продвигать. И мы видим, мы находимся. И эти люди, кто нам приезжают, продвигают, они дают нам стимул делать еще лучше, правильное, качественное. Главная цель нашего комплекса, наших поваров и вообще это качество, цена качества. Вот вы сказали пандемия, я хочу отметить, что во время пандемии цены возросли. Вот сегодня даже вот мы смотрим и не хочу смотреть, что творится. И надеюсь на мудрость наших руководителей, что они сделают, возьмут часть разницы в цене за энергоресурсы, чтобы вот не убить нашу отрасль и другие отрасли, и людей наших, потому что мы взаимосвязаны. Если у людей не будет денег, то не будет у нас работы, что они нас поддержат и не дадут вот этого дальше идти. И мы не подняли цены. Сегодня можно прийти в ресторан, даже свадебный зал, где наша кухня заняла гран-при. Лучшая кухня – это гордость наша и гордость Гагаузии в Молдове. Меню за 390 лей мы можем сегодня свадьбу организовать. Мы не подняли цены. Начинайте делать свадьбу, потому что люди не могут позволить сегодня больше. И вот наша цена-качество мы стараемся держать, чтобы радовать людей. Поэтому и приезжают от Кишинева до Жужелеш наши гости. Анна, я благодарю вас за такую интересную беседу. Мы часами можем поговорить о вашем этнотуристическом комплексе, Да. Поэтому я приглашаю вас, чтобы вы еще участвовали в наших передачах и желаю вам успехов, чтобы вы достигли еще больших результатов. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Напоминаю вам, что гость нашей студии была Анна Статова, предприниматель из Кангаза. Оставайтесь с каналом ГРТ. Hoş geldiniz.